Скоро юбилей. Город воинской славы готовится отметить свое 80-летие. Юные путешественники вернулись на родину. О насыщенной поездке в Соединенные Штаты в нашем выпуске. Вот это урожай. Аббас Матиев побил сельхозрекорд. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Реконструкцию дороги Назрань-Малгобек проинспектировал сегодня Юнусбек Евкуров. Все работы на 13-м километре дороги будут прекращены, пока не установят нарушения. Асфальт, которым будет покрываться шоссе, в обязательном порядке должен пройти лабораторные исследования. На 9-м километре дорога поменяет траекторию, чтобы уменьшить подъем и спуск на этом участке. Также глава региона проверил, как идут работы по расширению федеральной трассы М-29. Завершился 5-й международный молодежный форум «Торгим-2013». В нем приняли участие около 300 молодых людей как из России, так и из других стран мира. В последний день форума в Локе побывал мой коллега Муслим Ганиев. Участники форума – это активная молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Для них форум – это площадка для конструктивного диалога и воплощения самых смелых проектов и идей. В работе форума принял участие и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Руководитель республики отметил, что подобные проекты дают возможность отразить увлечение молодежи и ее интересы. Вы видите пространство, видите дальше, чем вы себе можете представить. И видите это все воочию, а не по интернету, не по фотографии, не по каким-то картинкам. Это важно. В работе форума приняли участие около 300 молодых людей из 23 регионов России и стран зарубежья – Австрии, Германии, Сингапура, Франции, Японии, Голландии, Грузии, Чехии и Китая. Йоти Тамаки, японец по национальности, приехал в республику из Московского государственного института международных отношений. Ранее молодой человек был знаком с северокавказскими республиками и, в частности, Ингушетией, лишь из средств массовой информации. Приехав на торги, Йоти открыл для себя новую Ингушетию. Я думал, что здесь, в Японии, к сожалению, очень известное место, такая опасная республика в Российской Федерации. Но когда я приехал здесь и общается уже 30 лет здесь, и на самом деле здесь, как спокойней, красивое место, и гора такой очень красивая. И вчера я видел, там хорошая погода была, и люди, как можно сказать, супер добрые, достопримечательные. И очень понравилось. Одни приехали в республику впервые, другим не впервой. Ирина Пасхина приехала на форум второй раз. В этом году привела с собой еще и подругу. Форум завершился, а ей не хочется уезжать. Но, как отмечает девушка, гостеприимством нельзя пользоваться. Ингушский народ очень гостеприимный, великодушный, щедрый. Щедрый во всех смыслах, можно сказать так. Очень нравится по поводу полезности данного форума. Привозить ребят, чтобы показывать Кавказ, какой он есть. А не Кавказ, который можно увидеть в различных желтых средствах массовой информации, то, что сейчас пропагандируется. Форум прошел успешно. В завершении последнего дня для участников проекта провели концерт с участием звезд ингушской эстрады. Муслим Ганиев, Магомед Урусханов, Рашид Яндиев. Новости 24. В Малгобеке прошло совещание, приуроченное к проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня его основания и 6-летию со дня присвоения почетного звания города воинской славы. Подробности в сюжете Миланы Хашагульговой. В Доме культуры города Малгобек прошло совещание, приуроченное к предстоящему празднику 80-летию города. За круглым столом собрались депутаты Народного собрания, представители средств массовой информации, общественность Малгобека и руководство администрации города. Додов Ахмед рассказал очень подробно, обстоятельно о том, что сделано за последние несколько лет в Малгобеке, в Малгобекском районе. Сделано очень много. И вы знаете, отрадно, что все-таки историческая справедливость в отношении Малгобека, она как бы восстанавливается. Это действительно восстановление справедливости, потому что то, что сделано Малгобеком в годы Великой Отечественной войны, то, сколько и какой нефти стране давал этот город, и то, что малгобекчане все-таки недополучали за свой труд все предыдущие годы,
вот сегодня они как бы, ну, вот эта справедливость как бы восстанавливается, да. Каждый пришедший сегодня высказывал свои мысли и идеи по дальнейшему развитию города. Все замечания и предложения будут учтены исполняющим обязанности главы города Малгобек Ахмедом Додовым. С его слов, праздник состоится 12 октября. Ожидается прибытие многочисленных гостей, в том числе и представителей городов воинской славы России. В рамках торжественных мероприятий будут организованы сельскохозяйственная ярмарка и праздничный концерт. Прежде всего мы вспоминали и о вчерашнем дне, о сегодняшнем и о будущем нашего города, которое сегодня много в рамках различных федеральных целевых программ, в рамках планов благоустройства территории города, которые мы для себя определили. Сегодня много активно сразу ведется работа по городу, и есть объекты, которые уже возведены и строятся. Поэтому мы также хотели отразить как и былую славу, и сегодняшний день, который подчеркнуть, сколько замечательных, положительных моментов, которые этот город испытывает, и его жители прежде всего. Город созидательного труда и неувидаемого воинского подвига, родившийся 80 лет назад, сегодня продолжает развиваться. Он по-молодому полон энергии и уверенно смотрит в завтрашний день. Милана Хашагульгова, Юнус Чичоев, Новости 24. Сегодня во всем мире отмечают День пожилых людей. 1 октября уже традиционно проходят различные фестивали, конференции, конгрессы, посвященные их правам и роли в обществе. Вот и в администрации Магаса прошло мероприятие, куда были приглашены долгожители города. Сюжет Индиры Манкиевой. На празднование Дня пожилых людей в администрацию Магаса были приглашены старейшины города. Дауд Майсагов провел беседу с пожилыми людьми, в ходе которой выслушал их пожелания и предложения по обустройству города. Старейшины выразили готовность оказать необходимую от них помощь, а в завершении встречи гостям вручили памятные подарки. Сегодня отмечается Всемирный день пожилых людей, поэтому нами принято решение ежегодно приглашать своих пожилых людей в городе. Их у нас не так много на сегодняшний день. Цель одна – выслушать их предложения, их вопросы, наболевшие вопросы. Вот сегодня один из пожилых людей делает свое предложение создать в городе, как назвать мы еще не решили, создать в городе общество пожилых людей. Это предложение нами принято, мы будем над этим работать. Пожилые люди выразили благодарность за то, что государство не забывает о них и оказывает всестороннюю помощь, обеспечивая им достойную старость. Они играют очень важную роль в нашей жизни, и их благополучие – залог нашего светлого будущего. Очень доволен, что вы обращаете внимание на стариков. Это всегда в нашей душе, всегда стариков уважали и будут уважать, сколько будет существовать ингушетия. По этому поводу я очень доволен, что нас не забывают, что нас вспоминают, о нас говорят много. Это меня очень-очень устраивает. Не остались без внимания и те, кто по той или иной причине не смогли приехать на мероприятие. Представители администрации столицы выехали к ним сами. Я очень благодарна вам за это. Спасибо, что не обделили меня. Мне очень приятно, спасибо. Такие мероприятия проходят в Магасе ежегодно. Эта традиция достойна подражания, и она уже нашла отклик в сердцах людей во всех населенных пунктах республики. Индира Манкиева, Анзор Чахкиев, Новости 24. Управление госавтоинспекции проявило инициативу собрать всех директоров школ для обсуждения вопросов детского травматизма и безопасности на дорогах. Сотрудники службы полиции ведут тесное сотрудничество с Министерством образования, проводят разъяснительные беседы с автоводителями, различные акции и мероприятия, пропагандирующие безопасность движения. Многие поддержали предложение о том, чтобы систематически проводить воспитательные мероприятия с учениками школ и их преподавателями. При этом необходимо привлекать к таким беседам старейшин, которые существенно влияют на молодежь. Наиболее актуальный вопрос, который обсуждался на встрече – проблема эксплуатации школьного автотранспорта. Как рассказывают руководители образовательных учреждений, соответствующей базы для технического обеспечения автобусов при школах нет. А это, по их словам, доставляет массу проблем.
может быть по городам, может быть по районам. Мы передадим на баланс, к примеру, администрации, где какие-то средства есть или еще что-то есть. Либо, допустим, там, где город, можно где-то автотранспортное предприятие передать, заключить договор. Это на уровне власти эти вопросы можно решить. Но оставлять это состояние вот так вот, директор школы автобус, директор школы не имеет представления, ну, по большей части не имеет представления, что это такое и как это нужно как бы делать. Поэтому водители часто вводят их в заблуждение и, соответственно, у нас возникает масса проблем. Фонд помощи ранее депортированного народа ежегодно организовывает увлекательные и насыщенные поездки для детей-сирот за границу. Подобные экскурсии с проживанием в местных семьях позволяют расширить кругозор, завязать дружеские отношения и по-новому посмотреть на жизнь. Сегодня наши юные соотечественники вернулись из Соединенных Штатов. Более 15 лет подряд Фонд помощи ранее депортированного народа во главе с Алиханом Ахильговым совместно с Международным институтом жизни в США организовывают поездки детей за границу. В этом году 4 детей на 3 месяца ездили в Америку. Для детей, особенно для наших воинахских детей, это очень полезно увидеть мир. Эта организация принимает американское бесплатно, начиная с назрания, оплачивает билеты, все берет на себя. Жили дети в американских семьях. Для них была организована насыщенная досуговая программа. Они изучали английский язык, компьютерные программы, посетили Конгресс, побывали на Ниагарском водопаде, ходили в зоопарк и на аттракционы. Помимо обучения и отдыха в программу входили оздоровительные курсы. Мне очень понравилось в Америке. Мы были не только в Америке, мы ездили на Ниагарских водопадах, в Вашингтоне. Там было очень тоже красиво. Я еще бы хотела съездить. Такая поездка принесла детям много радости. Они расширили свой кругозор, отдохнули, а также поправили свое здоровье. Мадина Албагачиева, Тимур Карахоев. Новости 24. Историческое прошлое нашего народа обсуждали сегодня на семинаре в музее Серго Орджоникидзе. Именно здесь представлена этнография народа, изделия декоративно-прикладного искусства, что добавило визуальности обсуждаемым вопросам. Хава Султыгова продолжит. В селении Мужичи находится исторический музей имени Серго Орджоникидзе. В нем хранятся палеонтологические находки, экспозиции эпохи бронзы, камня и железа, найденные в луговом могильнике в этом же селе. Сегодня там прошел научный семинар сотрудников научно-исследовательского института, на котором обсуждались вопросы, связанные с историческим прошлым ингушей. Вела семинар доктор исторических наук Зайнаб Дзарахова. Со своими докладами также выступили сотрудник отдела истории Картоев Магомед и сотрудник отдела этнологии Султан Хамчиев. Здесь, в Мужичах, Серго Орджоникидзе скрывался. Ингуши его скрывали от, значит, отрядов Деникина, которые шастали вокруг. Раньше в этом музее находился портрет Арцханова, орденоносца. По-моему, у него орден номер 2 был, советский орден. В музее сохранились фотографии и макеты домов, где жил и работал Серго Орджоникидзе. Особенно примечательным был макет усадьбы имени графа Уварова в Мочхиюрт, где была провозглашена Горская АССР. Также в музее есть уголок, посвященный быту ингушей конца 19-го, начала 20 века. Здесь представлена этнография народа, материальные ценности и в том числе изделия декоративно-прикладного искусства. Сегодня эти уникальные экспонаты располагаются в ветхом здании и сохраняются благодаря патриотам, которые буквально все свои силы отдают музею. Хава Султыгова, Рамазан Миржоев, Новости 24. Груша весом в 1 килограмм выросла во дворе у садовода-любителя Аббаса Матиева. Эта новость облетела весь интернет, и многие задавались вопросом, а возможно ли такое? Наш корреспондент побывала в гостях у садовода и узнала, в чем секрет сельхозуспеха. Строитель, писатель, журналист, и несмотря на загруженность, он успевает заниматься домашним хозяйством. Аббас Матиев в одночасье стал знаменитостью. Груша, выросшая в его саду, весит аж 1 килограмм. Многие не верили, но это так. Секрет успеха, отмечает садовод, в правильном уходе. Это грушевое дерево было посажено в 2000-м. 2 года никакого плода не давало. А затем Аббас воспользовался советом, который когда-то дал ему отец. حلقة شن قاشر دي عزيزاش حديقتش داغو يودش خانة نزبولش خلقة يا الله شر دي عزيزا قوقور خلر شكيلي بعجرام خلر تحقيق قورا تا 700 جرامير ور بعجرام شو عمر يا بعجرام تا 4 أجرامير
اشتغل سلطة باق ورلا تجأ قوض تجأ اشتندر حبينا بس وشرط حبيع جورك لتابر سوقور. Сейчас же плоды растут, и каждая из них весит не меньше 300 грамм. А пока растут деревья, Аббас занимается писательской деятельностью. Им написаны такие работы, как сборник стихов «Райский забор», «Жизнь, посвященная народу», «Удача». Пишет мотив на родном языке. Также он пишет статьи. А еще мотив известен как «Строитель». Именно его руками построен кадетский корпус, дом ветеранов в Сурхахах, детский лагерь Эрзи и многие другие объекты. Помогает ему в этом его многочисленная семья, 9 сыновей, 3 дочери, 7 снох и жена. На вопрос, как удается одному человеку заниматься всем этим и получать от этого удовольствие, Аббас отвечает: труд. Именно трудолюбие помогло семье Мотивах пережить трудности после возвращения с ссылки. برساعته بوق بش برساعته سلاش برساعته قبار خدوهم يزلي دشلي قدر اشتدي صح وقوق لا سيختش شيشي ليرا دو شما ضاي يختش خانش اشتهي قاطقوخ. Далее Плиева, Аслан Лянов, Рашид Индиев, Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной ночи.